Ребята, всем привет! Очередная рыбалка на реке Мокша. Что хочу сказать. Считаю, что этот сезон по головлю был провальный, на мой взгляд. Поэтому решил попробовать, наверное, крайний раз, но это не точно, поймать головля. Сегодня 7 октября. Погодка такая себе, пасмурно, Мне кажется, я даже легковато одет. Ну, посмотрим. Значит, план какой? Поднимаюсь вверх по течению, как было пару рыбалок у нас, на перекат, которому мы уделили весь этот сезон. Попробуем там что-то поймать в очередной раз. И пойдем сплавом до машины. Возможно, буду переключаться на щуку, хотел взять 2 комплекта, и на щуку, и на головля, но я такое дело не люблю. В маленькой лодке 2 спиннинга, за 2 зайцами, как говорится, погонишься, ни одного не поймаешь. Поэтому взял свой головлиный комплект. Просто воблеры, может быть, какие-то буду ставить миножки 70-е где-то на очевидно щучьих местах и пробовать там поймать щуку. Но в первую очередь нацелен на головля. Бывает такое, что осенний жор головля, когда головль начинает наедаться перед зимой. Несколько лет назад я попадал на такой жор и неплохо отрыбачил. Может быть, и в этот раз удастся что-то поймать. Все, сейчас встаю на мотор и фигачу вверх по течению, а там уже будем пробовать поймать громадного головля. Не переключайтесь, поехали. Так, поднялся я до переката, остановился ввиду того, что закончился бензин. Перед тем, как начну рыбалку, хочу сказать, что на сбор лодки и снастей у меня ушло ровно 20 минут. Как я вышел из машины, открыл багажник и начал накачивать лодку, собирать спиннинг и все остальное. 20 минут. Вот. Подъем от машины до переката занял у меня 30 минут. Вот, я думаю, что средняя скорость была где-то 10 км в час. Вот, закончился бензин прям ровно на перекате. Сейчас дозаправился. И попробую здесь немножко покидать. И, может быть, повыше поднимусь. И уже оттуда начну сплавляться. Как-то так. Покидал на перекате. Что-то мертвая вода. Все, начинаю сплавляться потихоньку. Посмотрим. Надеюсь, хотя бы что-нибудь поймаем. Ну, красота, конечно, бурлилочка, здесь каменный перекат. Все, осень, лес остыл и листья сбросил.
Погода довольно-таки отличная. Ветра нету. Самое главное, дождя пока нету. И это хорошо. Рыба не клюет. Это плохо. Видел окунь. Преследовал приманку раза 3. Не крупный. Но клевать отказался. Намека на головлиную поклевку даже нет. Но участок вот этот вот перспективный, поэтому нужно здесь поупираться. Может быть, какой-нибудь шальной клюнет. Пока только тина морская, да, клюет. Ну, как обычно это бывает, когда клюнул голавлик, камера отказалась записывать. Вот, но тем не менее удалось поймать голавлика. Это та рыба, на которую я сегодня нацеливался. Я думаю, может быть, это даже не единственная будет рыба. Давайте ее отпустим, чтобы она не мучилась. Поставил воблер прогонистый, вот такой вот Crack Jack 58 суспендер, ну, с расчетом как бы и на щучку, потому что щучка любит продолговатые такие, ну, длинненькие приманки. Ну и осенний голавль, наверное, тоже, наверное, может быть, к минохам будет более предпочтителен, так скажем. Посмотрим, как бы. Побросаю его. Может, еще что-то поменяю, посмотрим. Ну, начало положено, как говорится. Продолжаю сплавляться. Мы не за рыбой приехали с вами, а на рыбалку. Поэтому пока все прикольно. Ой, ребятки, смотрите, кто попался. Эх, зацепился за траву. Поймаю? Поймал. Окушочек попался. Неплохой. Ну, для этой воды, так скажем, неплохой окушочек. Опа. Воблер не меняю, пока на этот же рыбачу. Думал, щучка сначала выпрыгнула, а нет, окушок. Окушка возьму. В прошлый раз хотел набрать окушочков, там что-то с ними сделать. Но отдал ребятам, знакомым, прям там на берегу. А сейчас попробую подсобрать, может получится. Я на это надеюсь. Так что отключаюсь пока. Сейчас его замешкую и продолжим дальше. Копался у себя, нашел горняковую такую приманочку. Подумал я. Сейчас я вам покажу.
Отвалился щурок, ну и хорошо, руки не пришлось пачкать. Вот такая вот, короче. Это Серебряный ручей, Амулет Про. Вот на нее будем рыбачить. Поставил на первую же, забросил, щурок клюнул. Посмотрим, как бы. На нее и окунь клюнет, я думаю, и голавль клюнет, и щука мимо не пройдет. Приманка очень шумная. Надо как-то, видимо, к берегу сместиться, чтобы прям вдоль берега вести. Опа! Кого-нибудь еще поймаем, я думаю. Есть у меня маленькие миножки, но что-то как-то веры в них нету, что-то. Ну-ка попробуем в обраточку вон туда. Ага, и сразу клюнуло, да? Нет? Показалось мне. Что-то прицепилось, наверное, просто. Так, ладно. Бобер. Ох, ничего себе, попался в ловушку бобер вот здесь. Смотрите-ка на. Ничего себе, бобер попался в ловушку. Кто-то поставил капкан на бобра, короче. Смотрите, бобер. Вон он. Ничего себе. Давайте посмотрим поближе. Вон, бобер попался в капкан. Вот мучается животное здесь. Да, в капкан попал. Блин, ребята, я не знаю, как поступить правильно, вот честное слово, как бы, блин. Кто-то тоже вот охотится, возможно, лицензия есть. Может быть, нет.
Как бы можно, в принципе, взять, срезать, как бы отпустить бобра. Но не буду этого делать, блин, как бы вот, потому что, ну, кто-то тоже на охоте, видимо, блин. И, наверное, это неправильно как-то, блин. Понятно, если бы я стопудово бы знал, что это браконьеры, пусть будет это на их совести, короче, ребята. Можно было бы срезать, конечно, его. Но кто-то тоже охотился. Давай, бобер, извини, короче, брат. Не знаю, напишите в комментариях, конечно. Блин, ну вот. Двуякое, как бы, вот, ну, такое вот состояние души, как бы. Можно было бы его сейчас спасти. А с другой стороны, как бы, блин, не мое это и дело, как бы, вот. Ну ладно, на первый раз. Ну все, ладно, забыли эту ситуацию, короче. Тоже они свое дело на реке делают. Нехорошее. Блин, ну все. Пишите в комментариях, как нужно было сделать. Прохожу, здесь бобриная хата. Вон в бобриной хате еще стоит один капкан на входе. То есть здесь прям конкретно развернута охота на бобра. Но человеку удалось его поймать, как говорится, с полем. Уж законно, незаконно там. Кто его знает? Я не охотник. Не знаю, но капканчики стоят. Вот еще нора. Все, он в норах, в бобринах. Да. Это жизнь, ребята. Мы приехали за рыбой, кто-то приехал за бобром. Вот и хорошая рыбка, ребятки. Эх, какой голавль, ребята. Все было не зря, бля. Все было не зря. Это папа голавль. Это папа голавль, ребята. Как я их думал. Иди сюда, мой хороший. Это папа голавль, ребята. Это рекорд. Я подразумеваю. Фу. Вот это голавль, ребята. Вот это головлище. Вот это голавлик. Хороший голавль, ребята. Это хороший голавль. Получится на якорь встать, нет? Я думал, щука, блин. А это голавль, ребята. Как я и хотел. Вот он.
Сейчас мы его обязательно взвесим. Отличная рыбеха. Воблер не меняю. Так и кидаю. Амулет Про. И головище, ребята, поролся. Давай. Так, давайте. Надо отцепить вот сейчас как-то. Опа. Так. Весы. Взвешиваем. Блин, я-то думал, тут вообще там чего, кого. Ребята, это 785 граммов голавлик. Ну, неплохой, так скажем, блин. Я уже, блин, давно не видел крупных голавлей, блин. Думал, это прям что-нибудь килограмма. Нет, ребята, не килограмм. Опа. Да что такое? Ну-ка иди сюда. Тихо, 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 тихо. Давай. Все, отфоткал его. Давайте его с вами отпускать. Будем. Опа. Попался хороший голавлик. До свидания. Так, ну ладно, блин, довольно-таки много я прошел. Поклевок не было. Я уже прям думаю, блин, воблер что ли поменять. А потом думаю, ну в принципе правильный воблер-то как бы. Тут я не подснял на камеру, потому что окунь клюнул прям уже возле лодки. А так-то вот я кушок на него клюет. И голавлик вот хороший схватил. Да и щука тоже на него клюет. Все, что снимаю с якоря. Продолжаем с вами сплавляться. Клюнул вот здесь вот в завальчике этот хороший голавлик. Прикольно. Продолжаем сплавляться. Рыба не клюет. Но, как обычно, отличная погода. Красивые пейзажи. Просто лепота. Если бы рыба еще клевала, было вообще здорово. Опаньки. А вот еще один голавлик, ребята. А вот еще один голавлик. Этого возьмем рукой, пожалуй. Опа. Да, заел. Отпускаем. Опа. Воблер сменил.
Крэкджек 58. Здесь место вот головлиное как бы. Но уже, к сожалению, отпуская этого голавлика, мы прошли самую перспективную точку. Но то, что голавлик здесь клюнул, это уже хорошо. Возле вот этого дерева частенько отзываются голавлики. Голавлик клюнул с поклевкой прям. Бах такой, с ударом. Я имею в виду. Но маленький. К сожалению, голавлик. Да, как бы поклевок практически нету. Я уже много-много прошел. Ни щука, ни окунь, ни голавль. Не отзываются. Но я думаю, что все еще интересное у нас впереди. Опа. Так, сейчас пообедаем и будем ловить щучку. Пытаться поймать. Блин, была поклевка сейчас. Прям явно головлиная, что ли, хрен его знает. Ну, потянулся за камерой, и рыба не засеклась. Делаю уже третий проход. По этому месту сменил вот, ну, грубо говоря, третий воблер. Да, и сейчас была классная поклевка, но, к сожалению, рыба не засеклась. Была надежда на этот участок реки, но надежда не оправдалась. Да, блин, сейчас, конечно, поклевочка была такая, прям взбодрила. Прошел здесь как бы с диповым кренком, с миножкой прошел. Болты. Сейчас поставил вот амулет Pro опять. В надежде на разнорыбицу, так скажем. И вот поклевка одна была, но не реализовал я ее. Ух, какой окунь, ребята, клюнул. Подарочная батарейка, правда, на камере села. Сейчас разрядится. Может уйти. Этот может уйти. Не ушел. Призы для тех, кто не сдается. Красава. Все, к тому окуню. Там сколько? Два окушка у меня. Одного вы видели, одного я не подснял. Фух, вот такой вот окунь. Но я такого сегодня видел, правда, под водой. Но он не клюнул у меня. Но вот сейчас клюнул. Огонь вообще. Все, ну сейчас уже почти к машине подплыл. Сейчас будем заканчивать. Ну что, дорогие друзья, подошла к концу сегодняшняя рыбалка. Время 3 часа. Фух. Задача передо мной стояла поймать головля. И я его поймал. Даже не одного там, но маленький бог с ними. Поймали хорошего головля. Поймали хорошего окуня.
Щука почему-то не отзывалась на предложенные мною приманки. Вот такая вот рыбалка. Сегодня, когда завтракал, думал, ехать вообще или не ехать на рыбалку. Но вот если бы я не поехал на рыбалку, я бы не увидел бобра, попавшегося в капкан. Каждый день вы видите такую картину? Нет? Я вот первый раз в жизни такую картину увидел. Вот. Вопрос стоял, спасти его или не спасти, как бы. Но это тоже вот спорный как бы вопрос. Непонятно, там есть лицензии у людей, нет лицензии. Я не охотник, я не знаю. Вот. Подразумеваю, конечно, что это браконьеры, как бы. Но пускай ими занимаются соответствующие там службы. Вот. А человек тоже там старался, охотился, и охота у него вот оказалась удачная. Вот. Ну, это совершенно другая история. Ладно, все. Всем пока-пока. Увидимся на воде. До новых встреч. Ты заходи. Если что,